Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня очередная встреча. В последний раз пресс-конференция главы республики у нас проходила в августе прошлого года. Произошло много событий с того времени. Я думаю, что у всех у вас есть вопросы, которые вы хотите задать Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Вот. Поэтому хочу сразу вас познакомить с форматом нашей пресс-конференции, которая сегодня будет проходить. Пресс-конференция проходит в формате одно средство массовой информации, один вопрос. Вот. Потом второе, что хочу сказать, пожалуйста, когда вы задаете вопрос, называйте фамилию, имя и средства массовой информации, которые вы представляете. Попрошу, кто еще не выключил сотовые телефоны, выключить сотовый телефон, ввести их в беззвучный режим. Разрешите мне, главе республики Игнатьеву Михаилу Васильевичу. Журналисты, уважаемые представители средств массовой информации, журналисты, участники сегодняшней нашей встречи, я рад всех вас приветствовать на нашей традиционной встрече. Хочу поблагодарить всех вас за ту эффективную работу, которую вы делаете, то, что мы в политической своей работе, выполняя свои прямые функциональные обязанности, вы эту работу показываете, доводите до жителей, и люди владеют максимальной информацией, включая все источники средств массовой информации и включая интернет. Я в своем послании говорил, наша задача с вами доводить достоверную и справедливую информацию до жителей. Да, есть отдельные жители, которые на сегодняшний день не удовлетворены работой действующей власти. Когда корректная критика, мы все нормально воспринимаем, соответственно, всегда отвечаем на эти вопросы, потому что мы всегда диалог, конструктивный диалог по разным вопросам, которые интересуют и будут интересовать. Сегодня вас довести в связи с тем, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вчера подписал распоряжение о выделении в текущем году из резервного фонда президента Российской Федерации 18 миллионов 641 тысяч на 3 учреждения. 140 Минобрнауки России для образовательных организаций. Это получает муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная школа номер 9 имени Григорьевича 5 миллионов 336 тысяч рублей. И казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Порезский детский дом имени Илья Николаевича Ульянова, Минобразования Чувашии, 5 миллионов 804 тысячи рублей. И одно учреждение Минздрава Чувашской республики, 7 миллионов 500 тысяч рублей. Это показывает, в этом году, по крайней мере, мы еще средства получаем для того, чтобы создать комфортные условия для учебы, прежде всего, нашим детям. Это очень здорово. И в то же время, для сведения хочу сказать, за последние годы, начиная с 2011 года, мы ежегодно получали средства, вы все прекрасно представляете, средств в резервном фонде президента Российской Федерации для всех регионов не хватает. Но с учетом наших выстроенных отношений, с учетом того, что мы обеспечиваем софинансирование, вот могу озвучить цифру. 73 миллиона 441 тысяча рублей мы получили за эти годы. По всем учреждениям, где мы определяли, проведены капитальный ремонт, проведены реконструкции, модернизация, и практически дети наши получили соответствующее благо. Второе знаковое событие для нас. Вот вчера я буквально уже ночью читал письмо главнокомандующего военно-морским флотом. Мы обращались в адрес руководства Министерства обороны Российской Федерации
по вопросу присвоения действительного наименования Чувашии ракетному катеру Ир-2 Балтийского флота. И вот приказом главнокомандующего военно-морским флотом от 2 марта 2015 года номер 201 ракетному катеру Ир-2 присвоено действительное наименование Чувашия, с чем я вас и поздравляю. Вот. Спасибо. Сегодня как раз первая годовщина воссоединения Республики Крым, города федерального значения Севастополь, в состав Российской Федерации. Это историческое событие состоялось. Сегодня регионы Российской Федерации разные митинги проходят для того, чтобы еще раз вот это историческое событие осветить, еще раз вдохновить, еще раз подумать о будущем любимой нашей России, потому что геополитика в мире, она неспокойна, и разные страны то предъявляют санкции, то еще какие-то решения принимают не в пользу россиян. И с этой точки зрения наши общественные организации тоже сегодня будут проводить соответствующий митинг. И я благодарен всем тем жителям Чувашской Республики, которые, несмотря на свои политические взгляды, в прошлом году выступали, участвовали на митингах и поддержали решение жителей Республики Крым и горожан города Севастополя и решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который подписал соответствующие указы и нормативно-правовые документы для того, чтобы наш братский народ состава Украины вернулся в родную семью. И в-третьих, для сведения хочу сказать, основные социально-экономические показатели Чувашской Республики за январь-февраль текущего года. Индекс промышленного производства, как мы прогнозировали, составил 92,1% к уровню прошлого года. Индекс обрабатывающих производств 93,5%. Индекс по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 85,9%. С учетом снижения покупательского спроса отгруженного товара собственного производства намного меньше, чем в прошлом году. Ну, ситуация она будет улучшаться, несмотря на те сложности, которые возникли. Но в то же время хочу сказать, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации составила 19 682 рубля с ростом 103,6%. Мы ежемесячно прогнозируем эту ситуацию, в дальнейшем тоже будем мониторить и честно доводить эту информацию до жителей Чувашской Республики. По показателю индекс потребительских цен он составил 106,5%, но по году ожидаем, еще раз я хочу это отметить, где-то в среднем 115%. Цифры, конечно, они будут плавать ежеквартально с учетом тех процессов, тех моментов, которые происходят в реальной экономике, в реальной нашей жизни. Спасибо за внимание. Теперь я готов отвечать на все ваши вопросы, которые интересуют и вас, и жителей тех или иных микрорайонов по городским нашим округам и по сельским территориям. Спасибо за внимание. Коллеги, с вашего позволения, право первого вопроса предоставим самому молодому нашему средству массовой информации, это Ван-Радио. Юлия Важенина, Таван-Радио. Михаил Васильевич, прошел ровно год с исторического момента воссоединения Крыма с Россией. Что именно для вас значит это событие? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но я уже сказал, это историческое событие, чему мы все рады. Я сам недавно посетил и Республику Крым, и город федерального значения Севастополь, повстречался с нашими уроженцами. На словах, может быть, сложно передать, но я почувствовал жителей этих территорий, насколько они рады, насколько они вдохновлены, насколько они горды своим историческим решением. Это победа, которая была через референдум, который проходил в
16 марта прошлого года. И они, может быть, сами не ожидали, что это историческое событие состоится. Но волеизъявление жителей на референдуме – это высшая точка. Исходя из этого, все даже мировые государственные деятели, которые, может быть, и не ожидали, что эти процессы произойдут не в пользу России, не в пользу жителей этих территорий, а наоборот, они чувствуют полный дискомфорт и по сей день, еще, наверное, десятилетиями будут ощущать мировые политики не российские наши любимые страны, не страны СНГ, а за пределами, не буду даже называть, вы их всех прекрасно знаете. И вот эта победа, этот вот порыв, соответственно, каждого человека, каждого жителя и молодого поколения Республики Крым и жителей Севастополя, конечно, дорого стоит. Это бесценные вообще вещи, ценности, которые еще историки будут рассказывать об этом, политики будут рассказывать. Это очень дорого стоит. А когда я с нашими жителями, уроженцами Чувашской республики встречался, конечно, они рассказывали, что в течение 23 лет пребывания в составе Украины ничего хорошего, ничего радостного не видели. Вот теперь у них уверенно в завтрашнем дне они будут приезжать сюда, как в родную семью, к близким своим родственникам. Это практически их победа, наша совместная с вами победа. Но в то же время они с сопереживанием рассказывали, насколько тяжело их близким родственникам, которые оказались на территории Украины, где проливается кровь, где идет война. Это тоже вы видите. И они практически никакой перспективы не видят, как дальше будет Украина развиваться. И сегодня те жители, которые уже являются гражданами Российской Федерации, они живут по нормам российского законодательства и получают российскую пенсию, работники бюджетной сферы получают заработную плату по всем тем стандартам, которые приняты на уровне Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, касаясь экономики, все промышленные предприятия, будучи в составе Украины, они прекратили свое существование. Мы посмотрели в Республике Крым завод, который производит электротехническое оборудование для наших российских железных дорог. Ну, это самый такой лежачий завод, может быть, на территории нашей республики, который мы видели. Вот можно сравнение вот так говорить. Понятно, наши предприниматели, которые вместе с нами были в составе нашей делегации, они нашли личные контакты, и мы договорились с руководителями обоих регионов, и Сергеем Валерьевичем Аксеновым, и Сергеем Ивановичем Меняйло, о дальнейшем нашем взаимовыгодном сотрудничестве. У нас есть лучшая практика и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, и в сфере физической культуры и спорта, в сфере культуры, земельное законодательство, земельные отношения, потому что Республика Крым является сельскохозяйственным регионом. Во время еще существования Советского Союза в валовом региональном продукте у них 60% занимало сельское хозяйство. И с этой точки зрения они хотят восстановить, и как раз вот земельные отношения на сегодняшний день являются у них сдерживающим фактором. И Сергей Аксенов отправит к нам делегацию, и глава администрации сельских районов озадачены, чтобы оказать максимальное содействие, чтобы на наших ошибках они принимали качественные нормативные правовые документы, которые будут работать на благо земледельцев, на благо сельхозтоваропроизводителей. Спасибо. Российская газета, Александр Кузин. Михаил Васильевич, вы достаточно часто встречаетесь с руководством страны, с Владимиром Владимировичем Путиным, Дмитрий Медведев недавно к нам приезжал. Как вы сами оцениваете уровень отношений, взаимоотношений с федеральным центром? И насколько правительству республики удается отстаивать свою точку зрения в Москве? Спасибо. Вы знаете о наших отношениях, если вас это интересует, отвечаю. Они выстроены на деловом уровне, все наши просьбы находят соответствующую реакцию.
По нашим письмам есть соответствующие поручения, и мы с федерального центра как привлекали федеральные инвестиции, так и будем привлекать. Мы, Чувашская республика, участвуем во всех федеральных государственных программах, достойно проходим все те конкурсы, которые объявляет федеральное министерство, и по программе моногородов, и на днях примется решение, соглашение подписано по получению федеральных инвестиций по городу Канаш как моногород. Дмитрий Анатольевич Медведев, когда в Новочебоксарске был 17 февраля, я напомнил, что город Новочебоксарск участвовал на конкурсной комиссии правительства Российской Федерации и как моногород в первом прошел этот экзамен и получил сотни миллионов рублей для развития малого бизнеса, среднего бизнеса. Вы помните, уровень безработицы в Новочебоксарске был 9,5%. Сегодня составляет 0,5%. Заводы открывали и будем на этой территории открывать, и тем самым благоприятная среда создалась. В то же время Путин Владимир Владимирович, когда посещал Международный спортивный форум России «Спортивная держава», как раз мы были в Новочебоксарске, и я ему докладывал, как средства мы использовали эффективно и какая ситуация на сегодняшний день в городе Новочебоксарск, в городе Чебоксары и вообще на территории Чувашской республики. И до этого у меня была рабочая встреча, мы обговорили о тех вопросах, которые нас волнуют соответствующим образом, которые мы должны сделать все для того, чтобы с участием федеральных средств мы создали лучшие комфортные условия для наших жителей. И практически оба руководителя, и президент России, и председатель правительства, владеют ситуацией и общественно-политической на территории нашей республики, и макроэкономическими показателями, и теми показателями, как развивается малый бизнес, средний бизнес, какой уровень инвестиционной привлекательности, делового климата. И хочу еще раз подчеркнуть, по итогам 2013 года мы заняли 14 место среди 83 регионов Российской Федерации. Ну, на сегодня 85, потому что 2 региона, 2 субъекта не участвовали в этом конкурсе, который проводит, прежде всего, правительство России. По новой методике, это очень важно, это ключевые показатели. На перспективу мы уверены в том, что всегда наши просьбы будут найдены на федеральном уровне, прежде всего, по принимаемым решениям отклик, и мы будем докладывать о наших отношениях всегда нашим жителям Чувашской республики. Ибо Чувашия открытый регион, мы открыты перед жителями и перед журналистами. Спасибо. Чувашское радио, Гайдар Качаш. Радио России, Чувашия, Мулянов. Михаил Васильевич, я хотел бы задать вопрос по теме сегодняшнего информдня. 11 марта ведь на заседании правительства были обсуждены итоги социально-экономического развития в прошлом году, и вот задачи ставились на нынешний год, где акцент был сделан на антикризисные мероприятия. Вот программа действий принята правительством Михаила Васильевича, и если принята, то в чем суть? Спасибо. Спасибо, Николай Александрович. На самом деле, одним словом можно сказать, это антикризисный план на 3 года, на 2015, 2016 и 2017 годы. Во-вторых, он, правильно если назвать, называется план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в социальной сфере. Данный план состоит из 77 пунктов, основные направления там предусмотрены, ответственные органы исполнительной власти назначены и определены четкие сроки. Но этот план не является догмой, вы это тоже представляете, ситуация поменяется в ту или иную сторону. Мы, конечно, будем корректировать, на это есть воля наша, правительства Чувашской республики, и всегда будем советоваться с органами местного самоуправления, консультироваться с общественными организациями, депутатами, собранием депутатов разных уровней, с одной единственной целью, чтобы максимально соблюсти интересы даже отдельных микрорайонов, отдельных населенных пунктов. Касаясь поддержки
отрасль, это прежде всего касается отраслей промышленность, сельское хозяйство, жилищно-коммунального хозяйства, ибо здесь ситуация на самом деле не совсем простая, но сельское хозяйство в данном случае имеет дополнительные возможности производить продукцию еще больше, потому что продукция продается. Для промышленного комплекса ситуация с учетом снижения потребительского спроса, с учетом того, что наши производители промышленной продукции не уверены в платежеспособности покупателей, конечно, на складах товары начинают затовариваться. И с точки зрения дальнейших подходов мы будем участвовать в фонде при Министерстве промышленности Российской Федерации, где будут предоставляться кредиты с субсидированием процентных ставок. То есть это льготные кредиты для того, чтобы модернизировать промышленные наши производства, провести диверсификацию, чтобы с учетом темы импортозамещения появились новые конкурентоспособные товары. Электротехнический кластер, в данном случае то, что в антикризисном плане есть, там у нас ситуация наиболее благоприятная. Единственное, мы будем для них создавать центр по сертификации производимой продукции, чтобы эти сертификаты действовали не только на уровне Российской Федерации, чтобы они действовали и на территории стран СНГ, и на территории стран Евросоюза. Это очень важно, ибо им приходится на сегодняшний день сталкиваться с такими бюрократическими проволочками. Это, во-первых, удорожание продукции, и с другой стороны, наши производители находятся сегодня не в равных условиях, хотя конкурируют с мировыми компаниями. Касаясь строительства жилья, я озвучивал цифры. Сегодня ипотечное кредитование начнется через наши государственные коммерческие банки, другие коммерческие банки, 13% годовых. Это должен дать тоже дополнительный импульс для того, чтобы поднять покупательский спрос нуждающихся в жилье, которые стоят в очереди. То есть, я полагаю, объемы строительства жилья частично могут упасть, но с учетом участия Чувашской Республики в государственной программе, которую проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, мы в этом году большого подведения не увидим. То есть территории, есть комплексная компактная застройка. Спасибо. Татьяна Александрова, Шамерлинская газета «Вперед». В последнее время делается многое в плане улучшения качества медицинского обслуживания на селе. Конечно, проблем еще много. Скажите, а что будет предпринимать власть в дальнейшем, в плане дальнейшего развития здравоохранения на селе? Здоровье только на 10-15% зависит от медицины. Чтобы люди вели здоровый образ жизни, следили за собой, были всегда в форме, не надо тратить миллиарды рублей на медицину, когда нация будет здоровой нацией. Это, во-первых, это моя была принципиальная позиция, она и остается. Конечно, бывают разные болезни, и с этой точки зрения хочу сказать, подходы они были в том направлении, чтобы вовремя вылечить человека, чтобы он уже ощущал себя здоровым человеком. Мы миллиарды рублей вложили в здравоохранение, купили чувствительное оборудование, и итоги диспансеризации по каждому муниципалитету есть. По результатам мы имеем показатели уже здоровья наших жителей Чувашской Республики. В перспективе, где мы не завершили все эти работы, будем завершать. На это соответствующие средства мы предусматривали и будем предусматривать. Но касаясь сельской местности, мы запускали программу строительства 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Мы построили, ввели 60. Я сейчас, бывая в муниципальных сельских районах, слышал слова благодарности и ветеранов, и людей в молодом возрасте, потому что комфортные условия. Те ФАПы, которые были на курьих ножках, мы их снесли. И практически даже на этом фундаменте ничего не строили. Оснастили их современным оборудованием, и сегодня специалисты обслуживают. Остальные 40
введен в этом году, последний ФАП должен быть введен в эксплуатацию в августе этого года. На это средства предусмотрены. Сегодня проходит процедура проведения конкурсов, торгов. Проблема в дефиците медицинских работников в сельской местности. Вот этот вопрос мы до конца не разрешили. Понятно, есть рынок труда, у каждого конституционное право, но в то же время по программе «Земский доктор» мы привлекли в сельскую местность 239 молодых специалистов, они сегодня работают. Кроме всего этого, мы по программе «Социальное развитие села» предоставляем безвозмездную помощь в виде субсидий, социальных выплат в размере 70% тем работникам, которые возвращаются для работы в здравоохранении в сельской местности. Эта программа у нас в действии. Но в то же время хочу сказать, этими финансовыми средствами мы не разрешим все вопросы. Надо по-другому посмотреть на воспитание этих молодых людей, чтобы они не тянулись в города, где живут в разных общежитиях, в дискомфорте, потому что жилье молодой специалист сразу не может получить. А наоборот, нужно воспитывать в таком духе, чтобы они любили свою землю, любили свою деревню, любили своих жителей и могли через определенный период времени возвращаться туда, в хорошие комфортные дома с земельным участком. Тем самым проблема практически разрешится. Потому что какие бы мы меры стимулирования не принимали для того, чтобы работники были, пока недостаточно. И идеального варианта просто не может быть. По-другому говоря, мы миллиарды вложили, раз специалиста не будет, это оборудование превращается в мертвый капитал. Он не рассчитан на обслуживание пациента, на оказание качественных услуг этим пациентам. Но проблему мы не скрываем, события не приукрашиваем. В то же время удовлетворенность населения в сфере здравоохранения в динамике с каждым годом растет. Это положительный фактор. И тем самым есть вопросы, допустим, по отдельным территориям, где главврачи не дорабатывают. Конечно, мы будем их понуждать, чтобы они выполняли через эффективные контракты с министром здравоохранения в данном случае и оказывали качественные услуги жителям своих территорий, где они по территориальным принципам обслуживают. Добрый день. Ядринская районная газета, Светлана Трелинская. У меня вопрос звучит так. В связи с кризисом не будут ли сокращены социальные программы? Я имею в виду обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, детей-сирот. Спасибо. Спасибо за вопрос, Светлана Владимировна. Отвечаю. В нашем законе о республиканском бюджете средства на эти цели предусмотрены. По предоставлению квартир ветеранам Великой Отечественной войны работа огромная проведена, цифры они озвучены, около 5 миллиардов рублей мы получили, и около 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили эти квартиры. Но в то же время ежегодно суды выносят соответствующие решения, и по этому году на сегодняшний день я могу доложить перед вами ответственно, 15 миллионов рублей мы получаем и направляем на предоставление жилья нашим ветеранам. На эти средства получат 190 ветеранов, 190, но остается еще несколько десятков человек. По выделению дополнительных средств мы обговаривали 17 февраля во время рабочей встречи Дмитрием Анатольевичем Медведевым официальное письмо в работе в соответствии с его поручением. С Министерством строительства России отработаем. И наша задача, чтобы все ветераны Великой Отечественной войны до 9 мая, до Дня Победы должны получить. Вот 190 они получат реально. Но суды, я полагаю, и после 9 мая будут решения выносить. Наша задача, вот принципиальная позиция, обеспечить всех, которые получат судебные решения, и согласно этого судебного решения мы их обеспечим. Касаясь многодетных семей, вы знаете, что мы ежегодно средства выделяем,
и предоставление земельных участков, и предоставление безвозмездных квартир, или выделяем средства на их приобретение, или они, когда готовы, сами построят, выделяем соответствующие средства им самим через муниципальное образование. Ежегодно 35-45 семей, многодетных семей, где 5 и более детей, получали квартиры или строили дома. В этом году, я на память сейчас скажу, где-то 33 семьи, где 5 и более детей получат по предусмотренным средствам в бюджете, это бесплатное жилье, по-другому говоря. По детям-сиротам средства предусмотрено. Мы в 2013-2014 годах очень четко проработали, сотни детей-сирот получали. По этому году получат где-то 115-120 детей по территории Чувашской республики. Но по детям-сиротам хочу сказать, мы практически закрыли 2 детских дома-интерната. Наша задача, чтобы эти дети максимально воспитывались в семьях. Потому что семья – это лучший способ, лучший метод воспитания детей. И мы безвозмездные субсидии в размере 300-375 тысяч рублей будем выделять тем семьям. Это одноразовые выплаты для того, чтобы родители ощущали определенные финансовые меры поддержки со стороны государства, чтобы детей и одевали, и обували, и, соответственно, создавали соответствующее благо. И дальнейшие наши подходы, не только в этом году, все средства предусмотрены по поддержке всех этих 3 категорий в республиканском бюджете на 2015, 2016 и 2017 годы. И хочу сказать, и в 2016 и 2017 году эти категории людей будут поддерживаться не только на словах, а реальными финансовыми средствами. Спасибо. Чуваш Хирарами. Хыбар Чуваш Хирарами Маргарита Ильина. Чуваш сумахи янарадыр Чувашлах иду барамхайып. Рыгун болдыр бурнеде. Ибир пурде ялдан духна перешанба ял шоби ытларах пыржыгандара тибуль. Иртне жол культуры жолдалыге бульже. Палах ялдары генжи культуры журджизене клуб сене пулышма педену май гилже, анжақта туза бдеремен вешлеймен ишсем шабақта пурха. Клуб сене культуры журджизене юзамалы. Вырынды бюджетра укшаденке хезеке вара негамжында выртынлық маринде. Кыжал шак енжен, шак юдыба республика мінлешлешін ялды клуб сене миле пулышашын. Тогда будь Маргарита Михайловна, да? Тогда будь Идужан, Чувашла малдан құралап, кайран бұрысла көжерап. Жаңағыта езелпейде қатқызуйдышклері, мәнжі дезесен, пирен, ялдырығыншы, культура, керменезем, ябықса қарыш, юғынма бұшлары, шамна жуда елзе, ейбір, пәлдерде, визимишулда, республика бюджетничен үкша денге уйырдымыр муниципалитетсене, бәзем, ялдырық пушлық сенбе пақса, хыш клуб сене, хыш кермен сене, приоритетлы майба, юзав жезде иртермелі тереш, шавнава лебір үкша денге уйырдымыр. Юзама анжақмар үкша денге уйырдымыр, шене, лайық, вейлы, оборудование зем, илмешке. Ялдырық семдырық хал чүрені дырықын, ялдырық депутаты сенбе телбулны майын, таузыма хизем, калаще, клубсам ергелешлеше, паянхигуна, педем, майзем дузабана, ватызем валиде, шамраксем валиде, шкулачизем валиде, терле десле кружок сене жүремешкен, шавна шкалах, хайзен, пулдарулықне, ктартмашка. Унзырбышне, кжал ешіл ебір бюджетра укша деньги пақсақ варна, ширин пір ял хужалық районенше конкурстарық клуб учреждений зене суйлазы илеше, паян хигуна ебір правительство жайынше укша деньгине пайларымыр, шириплетермір,
Шулахи вахтра, сивизем бушланзагайчен, педем и же туза бедермеле. И шавнамайн кашный чул, ширым, шар, вадаржар, клуб, ялдырғынче, ебір, юзап, ежезіне туза иртеретпір. Унзыр бушне, нумай болмаш, район депутатизем, блатреш, пирнюмра иду, малалла шене клубсем тватри, ялда дезе, епкаларым, фап тузабденных ишен, фапсем тузабденных ишен, ебір ежінат бір шене программа, алы клубыла девыл, шитмел били клубаде, шуушла забхат бір, Чеваш патшалық канажын депутаты зембе сымақлазы илетпер. Пәдем енлі хақланы қышын, ежуны ежінат бар. Яваплы ежуны күнда ежінас, мүнжін дезесін, ұқша денге, паянхи күна шиделік сәрдерек. Галина Миронова, газета «Грани». Вы с первых дней пребывания в должности руководителя Чувашии большое внимание уделяете недобросовестным, скажем так, управляющим компаниям, боретесь с ними как можете. А вот эта борьба, она дает положительные результаты или она больше похожа на сражение с ветряными мельницами? Спасибо. А вот вы, как представитель журналистского сообщества, как считаете, дают наши принимаемые меры или вообще ничего не ощущаете? Считаю, что дают. Дают? Спасибо большое. Вы практически ответили на вопрос. Людей волновали вопросы доходов, потребительских цен и оказываемые услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, мы не могли наблюдать в стороне и следить за тем, что же происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ибо жители многоквартирных жилых домов задавали эти вопросы и будут задавать. Мы на самом деле эти вопросы обсуждали на рабочих наших совещаниях, но кроме всего этого мы обсуждали эти вопросы на подведении итогов социально-экономического развития муниципальных образований, где мы поднимали руководителей управляющих компаний, задавали приятные и неприятные вопросы. Они потому что не отчитывались перед своими жителями многоквартирных жилых домов, средства собирали, и отдельные руководители, должностные лица этих управляющих компаний, организаций жилищного коммунального хозяйства выводили эти средства за пределами Чувашской республики. По факту я могу сказать, город Новочебоксарск, компания «Навек», Андрей Ющенко, я помню, значит. Вы же помните, когда мы его поднимали, где были и депутаты городского собрания, руководители организаций, руководители и ветераны общественных организаций. И он тогда отвечал, что он честный руководитель, никакие средства он не крадет, средства или активы не выводит. Но понадобилось очень много времени, 2,5 года почти что прошло, да, пока не состоялось решение суда. Он, оказывается, выводил активы, есть на это решение суда. Следующий факт. Это Миронов, который был тоже в Новочебоксарске, потом пошел в Шумерлю, занимался разными мошенническими схемами. Решение суда есть, человек привлечен к ответственности. Алякин, город Канаш, Янтиковский район, оказывал услуги в сфере жилищного коммунального хозяйства. Есть решение суда, человек привлечен к ответственности. Коммунальные технологии, Лучинкин, тоже знать, и ряд других должностных лиц. Мы же всегда эти вопросы ставили не от того, что нам это хотелось, потому что мы получали сигналы, мы получали обращения жителей многоквартирных домов, хотя инструментов влияния на этих должностных лиц у должностных лиц, которые правительство работают, очень мало. Тогда не было еще жилищной инспекции. Сейчас, ладно, жилищная инспекция ведет надзор соответствующий, и есть соответствующие сейчас процедуры лицензирования. Они-то живут на сборах жителей многоквартирных домов, когда жители ставят эти вопросы перед нами, хотя они напрямую должны были ставить, но влиять не могли, имея соответствующие полномочия с учетом эффективности взаимодействия правоохранительными органами, органами прокуратуры, мы доказали, что эти люди, эти должностные лица
не выполняли прямые функциональные обязанности, они просто сели на схему. И этот подход государственный, он был, есть, и в дальнейшем мы только так будем подходить. Я говорил, если помните, у этих должностных лиц, которые хотят мошеннические схемы использовать, земля должна гореть под ногами. Вот они всегда должны ощущать, потому что это средства населения, средства семейного бюджета. Спасибо. Газета «Республика», пожалуйста. Сюзанна Сташенко, газета «Республика». Михаил Васильевич, в год 70-летия Великой Победы над фашизмом не можем у вас не спросить. Вот, такой вопрос у нас. Великая Отечественная война коснулась практически каждую семью нашей страны. А что для вас значит праздник Великой Победы? И, может быть, коснулась война Великой Отечественной и ваших родных? Спасибо. Спасибо за вопрос, Сюзанна. В особенности рад приветствовать молодых журналистов. Вообще, отвечая на этот вопрос, хочу сказать коротко. Нет, наверное, семей в Российской Федерации, где бы эта беда не коснулась каждого человека, семей и близких родственников. Самое главное, мы в этом году будем праздновать 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне, и мы должны достойно подготовиться и провести это мероприятие для объединения созидательных сил всех политических сил, общественных организаций, всех граждан России, чтобы вопросы воспитания и военно-патриотического воспитания, любви к родине, любви к родной земле вышли на первый план. Потому что вы слышите отголоски отдельных государственных деятелей стран Европы, американцев в частности, кто-то хочет приписать эту победу себе. Владимир Владимирович Путин, проводя организационный комитет, очень правильные, доходчивые слова там сказал. Цитировать я сейчас не буду. В республике у нас план мероприятий есть. Мы достойно проводили этот праздник не только в столице нашей республики. Мы будем проводить это мероприятие на уровне сельских поселений, в населенных пунктах, на уровне сельских районов, на уровне всех городов. И 1026 монументов воинской славы должны привести в соответствие. Я в своем послании поставил эту задачу не только за счет бюджета, а за счет благотворительной помощи, ибо здесь должен сработать на территории нашей республики метод НИМЕ. Касаясь меня лично, мой отец был участником Великой Отечественной войны, молодые годы ушел, потому что имел соответствующее ранение, и брат моей мамы тоже скончался в Псковской области, где очень много тогда бойцов практически умерло, погибло под натиском вооруженного врага. Но победа фашизма – это неоценимый вклад вообще не только для советского народа, а всех жителей, наверное, мира. Те, которые участвовали, те, которые говорили на словах, не все делали. И эта победа, она на долгие годы останется в памяти россиян, в памяти народов Советского Союза по тем временам. И вы знаете, сегодня уже первые лица разных стран подтверждают об участии на праздновании Победы в городе Москве с учетом того, чтобы показать вот единство созидательной силы ради победы. Спасибо за внимание. Государственная телерадиокомпания «Чувашия». Добрый день. Светлана Позднякова, ГТРК «Чувашия».
А вы уже сказали, что в сложившейся экономической ситуации многие предприятия определенные трудности испытывают. Мы знаем, что Чувашия трудоизбыточный регион, и многие наши жители выезжают за пределы республики. Как вы считаете, если все они вернутся на малую родину, не испытаем ли мы определенных трудностей на рынке труда? Ведь в последнее время мы говорим, что у нас сложилась очень благоприятная ситуация здесь, именно на рынке труда. Спасибо. А вы как сами считаете вообще? Давайте поговорим на эту тему по душам. Согласны? Ну, в принципе, смогу ли я ответить. Ситуацией тоже немножко владею. Мне кажется, если человек желает найти работу, он ее найдет. Это мое мнение. Спасибо. Очень хороший ответ. Касаясь работников, которые выезжают и зарабатывают, с одной стороны, мы живем в едином пространстве Российской Федерации, и беды как такой большой нет. Где-то человек трудится, зарабатывает. Самое главное, они должны работать не по серым схемам. Насколько я понимаю, речь идет о тех работниках, которые выезжают, работодатели или там, кто нанял их, платят по серым схемам или в конвертах, и никакого учета и контроля нет. И никто из них налоги не платит. На сегодняшний день процесс возвращения этих работников, которые выезжали в Москву, Московскую область, другие регионы, пошел в пользу экономики Чувашской республики. В районах ко мне даже подходили эти работники, где бы могут они трудоустроиться. Я сказал, вот рынок труда, официальный сайт, все там есть. Сколько на сегодняшний день работодатели обращаются за поиском рабочей силы. И тенденция на сегодняшний день не так сильно ухудшается, и в сельской местности по трудоустройству никаких проблем нет. Даже если, я вам сказал, сельхозорганизации не могут вас принять, вы можете организовать крестьянско-фермерское хозяйство, можете заняться личным подсобным хозяйством. Сегодня продукция, которая будет производиться ими, она продается по хорошим, достойным ценам на сегодняшний день. И в убыток себя никто не будет работать. И эту идеологическую пропагандистскую работу мы будем проводить, а те механизаторы, потому что дефицит механизаторов есть в сельской местности, у наших сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств, конечно, они будут все трудоустроены по своей специальности, по своей профессии, здесь никаких проблем нет. И с точки зрения подходов на уровне городов, здесь большой такой проблемы не было. На сегодняшний день спрос рабочей силы он тоже есть со стороны работодателей, которые ведут свою коммерческую деятельность на территории наших городов и по линии заказов Минобороны, по линии заказов наших государственных корпораций, потому что это гарантированная оплата. И уровень заработной платы у них там тоже не такой низкий, они всегда выше, чем среднереспубликанский показатель. Ситуация будет ухудшаться или улучшаться, мы будем все это отслеживать, но для того, чтобы даже в худшем варианте у них нет специальности, да, мы готовы за счет бюджета их переобучить, переквалифицировать через ускоренные процедуры обучения по фактору времени в течение 4-6 месяцев они могут получить какую-то специальность. И тем самым могут уже по этой специальности трудоустроиться. Я называл эти цифры, еще раз отмечу, от 9 до 30 тысяч работников, которые даже сегодня числятся официально на работе, могут быть высвобождены на решение всех тех вопросов, которые есть на рынке труда. Мы предусматриваем 572 миллиона рублей. Это огромные средства, это только на этот год. Ситуация будет ухудшаться, допустим, да, мы будем корректировать совместно с Министерством труда Российской Федерации. Но на сегодняшний день мы на уровне правительства совместно с органами местного самоуправления, совместно с работодателями подготовились даже к худшим условиям стечения обстоятельств. Спасибо. Спасибо. Телекомпания ЮТВ. Юрий Гурьянов, телеканал ЮТВ. Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, вот какое значение вы придаете идее, или, так скажем, процессу объединения чувашского народа, где бы они ни жили? И каким образом, и что нужно делать для того, чтобы укреплять все наши культурные автономии, и чтобы чуваши, живущие в разных регионах, взаимодействовали и поддерживали друг друга, чтобы таким образом поддерживали имидж Чуваши.
Я задаю этот вопрос потому, что 3 года мы работаем, и с самого начала мы делали акцент на, запуская свой канал в интернете, в сети интернет, мы делали акцент на именно чувашскую диаспору. И вот за эти 3 года мы достаточно хорошо следили, что интерес к просмотру нашего телеканала, программ на русском, на чувашском языке, который мы создаем, очень возрос. Вот последний пример. По многочисленным просьбам чувашского населения в Татарстане один из крупных операторов связи вышел на нас и, в общем, попросил так, чтобы мы дали свой сигнал вот этому кабельному оператору. Поэтому сегодня нас смотрят в тестовом вещании жители Татарстана. Мы, естественно, побывали еще, вот, реализовывая проект «Земляки» и в Крыму, и в Севастополе в прошлом году, и несколько раз уже были в Питере. Поэтому вот эту работу, я считаю, мы делаем достаточно серьезно, и интерес вот всех земляков вообще к жизни Чувашии, он растет. Спасибо. Спасибо за вопрос, Юрий Аркадьевич. Спасибо за то, что вы на самом деле болеете сердцем за перспективу чувашского народа, языка, письменности, культуры, уклада. Мы в стороне не стоим. Я как первое лицо региона должен обращать на эти вопросы внимание. Но основная работа проводится нашим национальным конгрессом. Мы эффективно сотрудничаем. Николай Федорович Угаслов, который пришел на эту должность несколько лет назад, сегодня эффективно тоже проводит свою работу. По итогам докладывает, мы проводим соответствующие рабочие встречи. И в принципе они сейчас очень много регионов объехали, повстречались с нашими уроженцами, где-то там посмотрели на отношения с руководителями национальной культурной автономии и самими чувашами. Где-то поменяли, соответственно, потому что отношения были выстроены по-разному. То есть отдельные должность заняли, а потом никаких реальных работ не проводили. И мы приветствуем эту работу. И с точки зрения наших дальнейших подходов, я только за, чтобы богатство чувашского народа только приумножалось, ибо это сокровище наше, чувашей. Вы знаете, что чуваши занимают, по последним данным официальной переписи населения на 1 января 2010 года, 5-я нация. Об этом-то тоже мало говорим, надо побольше говорить. 1,5 миллиона, я округляю эти цифры. Даже в Республике Крым и Севастополе, когда я с уроженцами встречался, у нас же еще приехали артисты туда, спели песни, станцевали, сплясали, наши уроженцы вместе с ними пели. Вот это такой дух был на высоком уровне, обнимались, целовались, улыбались. На все это дело посмотрели их дети, которые пришли в эти залы, и это здорово. И эти мероприятия, конечно, нужно проводить эффективно. Есть лучшие практики, допустим, у наших соседей, татар, они практически имеют соответствующие каналы в круглосуточном режиме, да, на этих каналах освещается культура, язык, письменность, допустим, татар. Но мы тоже не должны, как бы сказать, в стороне, и с этой точки зрения, и средства будем выделять соответствующие для того, чтобы приумножать это богатство чувашского народа. Касаясь дальнейших вопросов и отношений с федеральным центром, но тоже на днях принял президент России соответствующее решение, дал поручение председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы на уровне федерального центра было создано федеральное агентство по национальным вопросам. Это очень важно, потому что раньше эти вопросы координировал Министерство регионального развития, который занимался региональной политикой. На уровне правительства Российской Федерации вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак координирует этот вопрос. А дальше в министерствах четких таких полномочий не было. И я полагаю, что в ближайшей перспективе это агентство будет создано, и этот аппарат будет работать с нами, с регионами, с национальными республиками, и соответствующие средства из федерального центра будут выделены для того, чтобы не потерять эту культуру. И вы же знаете, помните, когда мы на международном спортивном форуме «Россия спортивная держава» одели наших официантов, спортсменов, формы спортивные, значит, одежду красивую,
наши артисты, которые одевают с государственными символами, с вышивкой. А эта вышивка вообще неповторима даже среди мастеров. Мы здесь вот в художественном музее выставки проводим, ежегодные выставки, которые проходят. Это на самом деле ценности, которые измерить финансами практически невозможно. Поэтому в этом вопросе я помощник всех чувашей, насколько могу, помогу. Где нужно оказать содействие, вы просто вовремя подскажите. Спасибо. Мы, кстати, для сведения, мы тоже достаточно тесно работаем с Чувашским национальным конгрессом, и вот в этом году очень большой объем работы запланировали вот в плане реализации проекта «Земляки». И вот налажены связи. Хорошо. Работу продолжаем. Но в перспективе, вы знаете, перепись на население все равно будет, и мы должны создать такую ситуацию. Но были времена, даже во время переписи, я был там членом правительственной комиссии, чуваши приписывали себе русскими, да? Но ситуация эта изменилась, и практически по тем регионам, где перепись проходила, наши уроженцы не стесняются, что они чувашами были и остаются. И в официальных переписных документах показывают свою национальность. Чуваш. Это же здорово. Я рад, горд нашими уроженцами. И с этой точки зрения мы должны вот такое общественное мнение формировать. Все нации имеют право на существование. Все народности имеют право на существование. Поводов для разных раскручиваний по национальным признакам мы не давали и не будем давать. Чувашский народ, жители Чувашии, как единая семья мы жили и будем жить. В этом должны быть все уверены. Если какие-то предпосылки появляются, мы будем нейтрализованы. Спасибо. Национальное радио. Иргун Булдыр, Наци радио, Олег Прокопьев, Михаил Васильевич. Чималданах пресс-конференции шак илемле залда иртерме тавжырза еліне жинзене тавды васкелечундан. Олег Иванович, манагаларыш, журналистем шак залыратель булашын дереш мана. Пидилайха, плаш журналистене алышы барха асире. Анатолий Данилов картинзем хушинже баллах пызык ынлавзембе пызык хаклықсем жинжен кала жас келет. Ябахи жинжен манзагаятында, шавны бада ман ыйду да юраду жинжен, литература жинжен, искусство жинжен булайт. Совет саманынже писатель зембе поэт сене шавдери хизепление, совет саманы пергигана калашмас, патша саманы вегадинже, дешам беге хларутуру булна. Уйрумах Николай премеш патша берги, калазах вармалла. Вол вырос писатель зембе поэт зене, художник зене шавдери камыллана, пур енженде, укшаденге енженде, утедель жинженде пулышса тона. Уйрумах Пушкина юратна. Пушкина вол Михайловка сылкинжен чензейлет ядарлаза, шавна палырца хайн станции Саввинже Николай Патшана, Пушкин танлаштарайт Педер Аслы Бедер Патшаба. Ундан шавгатрах Борис Годунов хайлав журалать, Пушкинан шавгатрах Радишев книгегларных ищен, Пидердень Мускава жиди теген книгегларных ищен, Пушкин анахиршлизе, из ябах ширна, из шавдире трахлаза бдерне паша жинжень, тезе анахиршлизе кларать тебр книги. Мускавран пидеречиди ятла книгегларать. Чинахта Николаев Патша юратна, писатель зене. Эзир, чеваш писатель зембе поэди зене юрададари. Вазем баян менжин ширныне паледери. Хавар юратныне шириплетсе, кажал литература шулдала генже, патшалых, Пермь республика вазене менле положу пама хадир. Олег Иванович, чуваш писатель зене юрадады. Укша деньгинче Ильес Пулзасан, Ебер Константин Васильевич Иванов, шулдалакне кажал иртене майын, ебер культура министерстве урла укша деньги паксах варна, кажал анжахмар и ты жулда паксах варна. Шиделик ли вол укша, шиделик ли мари, каладов шиделик сэр. Маламен думала, перен, шав, вейла, мотор, пулдарулла, тараватла, шинзем жине, ытларах пакса, шак тараватлы жинзене, малалла пулушса бырза, вазем литературына лайықса вазем, лайық юрызем, ширмашкан, майзем дузадмала. Укша деньги никшанда жетмені ол.
патша болынчық не дейшіт мен ол? Совет Союз болынчық не дейшіт мен? Пәдем литератор замвали, пәдем писатель замвали. Анжақта пирен Иван Яковлевич Яковлев чуваш халықне мүлі ширмала, мүлі алфавит чувашсен болмала тезе брендне, бұл чувашта болманы, хейншіне явабилне. И чуваш халықи паянки гуна матур, ослы, пулдарулы халық. Шавна берін манзагаймаламар, ебіруна манзагаймас про неги жанда. Илес пулзасын, ебірбет Ульянской области работных үшін, пин баянки гуна шкула жизем, студентсам, экскурсийне кайя, шак мензене пағаш, музейный, онда целый комплекс. Шуда да перен шамрак ажазем, баянки гуна кам шкулда бренет, кам садикре, вот Ентин Юрий Сергеевич Пулдиға канаша, мәлі онда бен пулдар ола жазам. Савинеде хизем жемні, юрламада білеш, ташламада білеш. Шавнамайын еп хаменшен шандарса қалады, укша денге ұтларақ уйырат бір. Мен жендезесен, чаваш литературы болмазасын, чаваш поэзии болмазасын, чаваш писательсен болмазасын, ебір хамыр пуянлыға пәчекен шуғатна ұлдарат бар. Еп сере шандарса қалады. Конкурсан берін пор, укша деньги земонда нумаймар, пар конкурсы берін, астундырқын алып бен, ты конкурсе мында шитмілбейлік бен, терлі деслі творчество коллектив земвали парад парында 2-3 миллион, нумай укшамар, но шабақтырақ, возем баянки уна хавхаланашы, возем шак исем не явыжашы. Вот ку пирлі лайық кадардузем. На прошлогодней августовской конференции вы сказали, что озвучите ответ на вопрос по поводу сентябрьских выборов. Пойдете ли вы на эти выборы в качестве кого и от какой партии? Спасибо, Сергей Владимирович, да? Да. Очень приятно за ваш вопрос, такой политический вопрос. Собираюсь выдвинуться кандидатом, я об этом уже говорил, на встречах с активом отдельных муниципальных образований, когда мне задавали эти вопросы. Потому что время остается совсем немного, полгода, да? Есть избирательное законодательство, есть федеральные законы о проведении выборов и ряд других законов на территории нашей республики. Моя задача, как руководитель региона, чтобы эти выборы проводились открыто, честно, корректно и конкурентно. Я член партии, являюсь политической партией «Единая Россия». По старой схеме, соответственно, политическая партия «Единая Россия» мне предложила президента Российской Федерации. Тогда 3 кандидата предлагались, да? Помните, значит. И на сегодняшний день инициатива от членов партии, от моих товарищей тоже исходит. Но для того, чтобы окончательное решение политической партии «Единая Россия» приняло, я буду участвовать в праймеризе, которые будут проходить. Региональная конференция будет принимать решение, по какой схеме, по какой методике это будет проходить. Итоги праймериза будут, вы все узнаете, услышите, как там ваш покорный слуга вышел по итогам праймериза. От этого уже дальше конференции будут решать. Все политические партии, которые зарегистрированы, они тоже имеют право на сегодняшний день выдвигать своих кандидатов. Спасибо вам за вопрос. Это газета «Чебоксарская правда». У вас есть вопрос? Андрей Аверьянов, газета «Чебоксарская правда». Уважаемый Михаил Васильевич, вот в последнее время промышленность республики лихорадит. Буквально послезавтра состоится суд по делу о банкротстве Чебоксарского агрегатного завода. В том числе проходит сокращение на Канашском заводе «Промтрактор Вагон». Рабочие Чебоксарского завода промышленных тракторов вынуждены писать письма Владимиру Владимировичу Путину. На что в этой ситуации могут рассчитывать сегодня рабочие? И имеет ли вообще руководство региона в данной ситуации рычаги давления на крупный бизнес? Спасибо. Рычаги давления. Давления? Спасибо, Андрей, за вопрос. Но проблема эта известна всем нам, и это проблема не одного года. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин владеет ситуацией, ибо
в соответствии с его поручением на уровне правительства Российской Федерации приняты определенные решения. Наблюдательный совет Внешэкономбанка 18 декабря принял решение о реструктуризации задолженности концерна «Тракторные заводы». Там банковский синдикат в сумме 32 миллиарда рублей. Дмитрий Анатольевич Медведев подписал решение наблюдательного совета. Сегодня по понятным и непонятным причинам процесс затянулся, и те банки, которые выделяли соответствующие кредиты в 2005-2009 годах, на сегодняшний день хотят определенные решения принять, как продавцы денег, там и залоговое оборудование, то, что сейчас, о чем сказали, агрегатный завод, вот сейчас будет банкротиться, да, какие-то попытки есть. Но в то же время концерн «Тракторные заводы», в том числе агрегатный завод, вошел в список крупных промышленных предприятий, которые будут находиться под контролем правительства Российской Федерации, которые будут получать государственную поддержку с федерального правительства, в данном случае через Министерство промышленности Российской Федерации. По сокращению кадров процессы они идут на рынке труда. Каждый работник сегодня концерна «Тракторные заводы», который работал на неполном рабочем дне, неполную рабочую неделю, если не согласен уровнем заработной платы, у них есть право уволиться, переквалифицироваться, переобучиться, встать в службу занятости, а потом трудоустроиться. Мы всем создаем здесь равные условия. Отдавить на бизнес, который занимается коммерческой деятельностью, мы никогда не делали, хотя можно там, допустим, просить, да, налоговые службы, чтобы там давили, душили. Мы этим никогда не занимались и никаких поручений или там посылов не давали. И не будем этим никогда делать. Я пресекаю все эти вещи, когда по отдельным случаям владею, допустим, не только информацией, а по реальным делам. Мы оцениваем, когда встречаемся на разных площадках. Перспективы тракторных заводов есть, я хочу сказать. Модернизация завод должен проводить. Агрегатный завод, который на сегодняшний день находится в этом состоянии, конечно, он существовать и производить конкурентоспособную продукцию в рыночной экономике не может. Потому что старое оборудование, модернизация частично только проведена, а все остальное находится в таком состоянии, что там 50-е, 60-е годы как оборудование поставили, так и стоит. Что я сам лично делаю? Я сам встречаюсь с акционерами данного концерна «Тракторные заводы», которые представляют мне соответствующие намерения, бизнес-проекты, бизнес-планы, они срываются на сегодняшний день. Но то, что правительство Российской Федерации сегодня взял под личный контроль и будут пользоваться государственной поддержкой, мы будем владеть наиболее достоверной информацией, потому что всю информацию они нам тоже не додают. И мы не знаем изнутри еще, какие там проблемы в ведении коммерческой деятельности, ведении финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому для тех работников, которые там будут высвобождаться, мы готовы оказать этим работникам соответствующую помощь, переобучить, переквалифицировать, оказать содействие в трудоустройстве. Когда тракторный завод через модернизацию, через диверсификацию восстановит свое производство, я полагаю, эти работники будут туда возвращаться, когда мотивация будет хорошая и уровень зарплаты будет их устраивать. Спасибо. Но то, что вы сказали, завтра вот решение суда и там начинается банкротство, это не всегда так. Суд может отложить, еще раз отложить. И с учетом того, что решения приняты по реанимации, в данном случае тракторного завода, суд пока других решений, вопреки позиции правительства Российской Федерации, полагаю, тоже не будет принимать. Он будет пока откладывать. Это мое мнение, может, я тоже ошибаюсь. Но полагаю, по крайней мере, здесь интересы и завода, и экономики надо соблюдать. Бульдозера больше в Российской Федерации ни один завод не выпускает. Покупать китайские или американские трактора на сегодняшний день, прежде чем купить, подумают, они на санкции, а мы еще технику будем покупать. Рынок у них на сегодняшний день есть. Нет просто оборотки. Вот появятся у них оборотные средства, допустим, тогда все нормально будет.
А для этого ВЕП должен принять окончательные соответствующие решения вместе с другими коллегами, другими банками, которые кредитовали тракторный завод. Удовлетворил, Андрей? Если есть уточняющие вопросы, прошу задать. Хорошего, спасибо. Мы друг друга услышали. Да. Интернет-газета «Правда ПФО». Есть вопрос? Уважаемый Михаил Васильевич, недавно выступая в Новочебоксарске, вы сказали, что люди очень ценят стабильность, достигнутую в последние годы. Вот хотелось бы попросить вас, чтобы вы уточнили, что имели в виду под этой стабильностью? Отмену прямых выборов глав муниципалитетов? Или то, что некоторые члены вашей команды, будучи под судом, остаются в правительстве? Или то, что допускаются какие-то бессмысленные траты, типа сауны в подвале дома правительства? И продолжение темы, поднятой коллегами. Значит, много сегодня говорилось об экономическом кризисе. Трудно предприятиям, трудно бюджету. Недаром вы подписали указ о сокращении зарплаты себе, членам вашего правительства. Но, может быть, в этих условиях стоит ограничить траты на проведение предстоящих праздников Дня Республики, Дня города, не приглашать эстрадных звезд, пилотажную группу, там еще какие-то мероприятия. И последний момент, вот сокращение зарплаты ведь касается не только министров и руководителей вашей администрации, но и рядовых сотрудников аппарата. А мы знаем прекрасно, что зарплаты у них не такие уж большие. Может быть, есть смысл их пощадить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Касаясь министров, фамилию можно уточнить? О ком имеется? Ну, министр природы Исаев, он сидит на скамье подсудимых и выполняет свои обязанности. Хорошо, спасибо. Я говорил еще раз, подчеркну, стабильность – это залог благополучия любого человека, семьи и общества в целом. Я говорил о стабильности в экономике, которую мы выдерживали не один год. Общественно-политическая ситуация в республике на сегодняшний день стабильная, и доверие населения к органам власти, он повышается, несмотря на отдельные высказывания, на работу действующей власти. И касаясь отмены прямых выборов глав муниципалитетов, уважаемые коллеги, друзья, вот для того, чтобы не политизировать вообще эту тему, мы приняли соответствующий закон, который я подписал, всенародные выборы глав муниципальных образований сельских районов с учетом отмены прямых выборов глав сельских поселений. Вопрос есть, можно раскручивать, можно крутиться вокруг этого вопроса, а вы мне приведите пример, в каком регионе Российской Федерации остались прямые выборы муниципальных образований. Я дал право. Но после того, как изучили практику проведенных выборов, состоявшихся выборов в сентябре прошлого года, депутаты Государственного совета по своей инициативе решили внести изменения в то законодательство, которое я подписал, как глава республики. Когда они дали муниципалитетам возможность принимать самим решения, на уровне сельского района провести прямые выборы или оставить тот механизм, который есть. Но я владею информацией, могу сказать, по тем районам, где состоялись решения собрания депутатов, они ушли от прямых выборов глав муниципальных сельских районов. В связи с тем, что, во-первых, финансы, во-вторых, нужно заниматься экономикой, вопросами жизнеобеспечения, и не хотят они просто дестабилизировать ситуацию. Потому что выборы с определенными неизвестными, будут крутиться финансовые средства, грязные, не грязные, это оценят будут правоохранительные органы, органы прокуратуры, судебные органы. Поэтому, если мы говорим А, то нам надо сказать Б. Вот назовите мне тогда регионы, где проходят вообще выборы глав муниципалитетов. Это во-первых. Во-вторых, вот то, что, Александр Борисович, вы задали этот вопрос, я полагал, что эти вопросы будут возникать,
И я полагал, когда, допустим, буду выдвигаться, когда период наступит, кандидатом на должность главы, оппоненты, политические партии не Единой России будут меня мочить, что Игнатьев зажимать начал демократию и все остальное. Чтобы этого не было, в первоначальном варианте закон он подписан был, он вступил в силу. Но инициатива была не с моей стороны, а инициатива прежде всего политической партии «Единая Россия» в данном случае и других политических партий. Дальше, по проведению праздников, День Республики, пилотажные группы, артисты сказали А, давайте скажем Б. На расходы по привлечению стрижей, разных профессиональных, знаменитых артистов с бюджета республики, с бюджета муниципалитета, насколько я владею ситуацией, ни одного рубля не выделялось и не будет выделяться. Все это делается на средства наших предпринимателей, которые умеют зарабатывать деньги и ведут государственно-частный бизнес. Они делятся в данном случае с настроением жителей сельской местности или с горожанами. Касаясь министра природных ресурсов Исаева, человек на сегодняшний день выполняет в должности министра свои прямые функциональные обязанности, да, и есть, я владею ситуацией, уголовное дело, обвинение соответствующее, материалы находятся в суд. Человек, согласно действующего законодательства, признается виновным только по решению суда. Александр Борисович, вы профессиональный журналист и знаете все нормы действующего законодательства и где пишут еще между строчками. Поэтому будет решение суда вынесено, будет соответствующий приговор, решение, допустим, политическое решение со стороны главы республики будет принято. Соответственно, если мы будем подходить, не успели на человека возбудить уголовное дело, и мы будем махать шашками, у нас пойдет процессы дестабилизации, соответственно. На сегодняшний день, когда материалы по уголовному делу были представлены, Исаев ознакомился, могу к сведению сказать, он пришел ко мне, попросил отставку, я не принял пока его отставку, пока, я сказал, никаких материалов в мой адрес официальных не поступало. Это к сведению для учета в работе. Касаясь саун, отвечу, я никаких саун, как глава республики, не заказывал. И никогда этого не буду делать, тем более в правительственном доме. Заказчики известны, когда было проектирование, это тоже известно, чьи подписи стоят, тоже было в публичной форме доведено до жителей Чувашской республики. Дальше какие тут комментарии могут быть с моей стороны? Кто-то хочет приписать, что я заказывал себе сауну, чтобы мыться каждый день в доме правительства вместо работы. Ну, это право есть. Ну, это абсурд просто, значит, это самое. Или бред. У меня есть индивидуальный жилой дом, свой, построенный, в деревне Януши, куда тоже журналисты приезжают, смотрят, что же там еще Игнатьев построил или не построил. Потом есть дом по наследству переданный. Там тоже есть, где можно помыться, принять душ и все остальное. Это к сведению, для учета в дальнейшей нашей работе, совместной деятельности. Касаясь автомашины еще было, да? По зарплате я принял решение, ибо это имеет тоже значение этики и морали, снижение зарплаты на 10% главы республики, председателя правительства, государственных министров. На 10% у нас позиция такая, на остальных государственных муниципальных служащих, кроме заместителя министра, не распространять, в связи с тем, что мы работаем по количеству государственных служащих с минимальным количеством, обеспечивая оказание государственных муниципальных услуг жителям Чувашской республики в сравнении с другими регионами Российской Федерации. Есть соответствующая статистика, можно открыть все это, посмотреть. Есть принятое решение, и принятое решение все министерства, все государственные министры будут выполнять. Тут практически это решение для безусловного выполнения. Ну, касаясь там автомашин,
там Toyota Camry тоже раскручивается. Хочу сказать, что, ну, я полагаю, вопрос будет задан. Сегодня эти машины подорожали на 25%. На те средства, которые мы получили в виде премиальных, правительство Чувашской Республики имело право, определенное право. Когда предложения были представлены, я согласился. Мы построили на эти деньги детский сад в городе Чебоксары, знаете. Если бы мы не купили эти машины, министры, ну, они будут ходить пешком, конечно, значит, это самое, но для семьи у них просто время не останется. Мы на 6 миллионов, на память скажу, сейчас купили 5 автомашин, это в прошлом году, по прошлому бюджету. И торги все состоялись в прошлом году. Если бы захотели купить, когда уже кризис наступил, по финансовым средствам бюджета текущего года, мы бы не смогли купить даже 4 автомашины. Бюджетная эффективность по прошлому году составила где-то около 200 тысяч рублей. То есть там даже сэкономили мы. Я даже не буду распространяться, поэтому с точки зрения подходов, я как глава республики должен создать условия для того, чтобы члены правительства могли работать и обеспечивать выполнение прямых функциональных обязанностей по отраслевому принципу. Если мы не будем создавать эту мотивацию, дело не в машинах, не в других вопросах, а просто, значит, этот вопрос неоднократно поднимались. И эти машины, они на сегодняшний день по всем стандартам, которые приняты на федеральном уровне, вписываются в те нормативно-правовые документы и стандарты. Это не машина стоимостью там, 5 миллионов рублей, 7 миллионов рублей. Это к сведению для учета в работе. В этом году, в следующем году мы будем потуже завязывать пояса и никаких приобретений автомашин не будем делать. Это к сведению. И для учета в работе. Спасибо за внимание. Газета «Справедливая Россия» есть у нас здесь? Задавать будет вопрос? Ольга Нусретовна. Подождите секундочку, сейчас он... Михаил Васильевич, не так давно на канале Вести.ру вы сказали, что чуваши обеспечивают себя всем, кроме говядины. Вот мы, кто ходит в магазин, на рынок, мы этого не ощущаем. Объясните, пожалуйста. Наши продукты не доходят, понятное дело, до больших сетей, но у нас и на рынке не только чувашское. То есть фактически получается, что чуваши себя всем не обеспечивает. Поясните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но речь шла о том, это касается сельскохозяйственной продукции разных видов и касается продуктов переработки. На сегодняшний день мы, хочу еще раз это отметить, живем в едином пространстве Российской Федерации. Единое пространство. Границ нет между регионами. Это во-первых. Во-вторых, конкурентная среда для продавцов и для покупателей имеется в Чувашской Республике. Вы можете купить произведенное на земле Чувашской Республики, произведенное на земле Российской Федерации, другими регионами. С учетом наших подходов мы ставили вопросы перед федеральными сетевыми магазинами, перед другими торгующими организациями, которые пришли. Собственники не у нас находятся, бенефициары находятся или в Москве, или вообще за пределами Российской Федерации. Конечно, определенная работа проведена, они сегодня заключают соответствующие соглашения, согласно закону о торговле, но в то же время, по той информации, которую мне представляют наши производители, сегодня договора, с одной стороны, заключаются, но с выкручиванием рук для наших сельхозтоваропроизводителей. То есть там предварительной оплаты нет, после поставки продукции до 90 дней доходит и ряд других вещей, невыгодных. Но сегодня сельхозтоваропроизводители у нас объединились, и они под единым брендом «Произведено на чувашской земле» или продукция чувашская входят на сегодняшний день в систему торговых сетей. Можно же ходить в магазины шаговой доступности, которые на сегодняшний день у нас работают. Наши предприниматели, наши уроженцы Чувашской Республики, они тоже представлены в городских округах. И с этой точки зрения никакой я беды не вижу. Самое главное есть где купить, по какой цене купить и какого качества купить.
Если взять сельскую местность, я заходил сейчас, заезжал в магазины, там вообще проблемы нет, что купить. И цены не такие высокие, погреба у всех полные, подвалы полные, говорят, 1,5-2-годичные запасы имеем. И расходы на семейный бюджет не так сильно влияют. Да, есть там отдельные семьи, которые не хотят трудиться, конечно, у них, может быть, и проблемы в семье есть. Для многодетных семей мы государственную поддержку оказывали и будем оказывать. А касаясь фруктов, касаясь мандаринов, апельсинов, бананов, конечно, мы в республике никогда не производили и не сможем производить, потому что природно-климатические условия у нас, вы сами прекрасно знаете, не позволяют эти продукты выращивать. Спасибо за внимание. Газета «Таванин», Чебоксарский район. Газета «Таванин», Татьяна Вашуркина. У меня вопрос на спортивную тематику. Михаил Васильевич, всем известно, что вы играете и в волейбол, и в футбол, занимаетесь лыжами, велосипедным спортом, легкой атлетикой. Несомненно, являетесь примером для нас всех. А в последнее время вы освоили для себя какой-то новый вид спорта? Спасибо. Спасибо. Как вы следите, значит, Да. за всеми теми, что делают, соответственно, члены правительства, руководители регионов. Я занимался и буду заниматься, потому что это мой образ жизни, ведение здорового образа жизни и питаться здоровым питанием. Ибо балансировать состояние души невозможно, не давая физические нагрузки. По новым видам спорта мы начали, члены правительства и депутаты Государственного совета, играть в хоккей, ибо Ледовый дворец мы будем открывать. Это для меня новый вид спорта. Раньше вообще такого льда не было, где я вырос. Мы играли с деревянными клюшками, которые делали сами вообще. Находили ветки там, деревья, которые росли в личном подсобном хозяйстве. И таких даже средств одежды не было, как сейчас есть. И мы покупаем и пользуемся этими возможностями. Поэтому это право каждого человека. Вот я принял такое решение, к сведению сказал, отвечая на ваш вопрос. И когда несколькими видами спорта занимаешься, это интереснее. Потому что один вид спорта, он надоедать начинает человека в зависимости от погоды, от изменений климата и других вещей. Спасибо. Приглашаю тоже влиться в нашу команду. Чем больше команды, тем лучше. Принцип состязательности, спортивного духа, азарта, амбиций, эмоций, больше улыбок от этого будет. Каждую неделю вливаемся на стадионе улыб. Спасибо. О, хорошо. Спасибо. Чебоксарские новости. Вера Фомылина, Чебоксарские новости. Вопрос в продолжении спортивной тематики. В этом году в Чебоксарах пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике, а в следующем и в 2018 году мы будем принимать уже командные чемпионаты мира по спортивной ходьбе. Что это дает Чувашской Республике? Спасибо. Спасибо за вопрос, Вера Валерьевна. Очень много дает. Кроме того, что мы взяли на себя ответственность провести у себя эти мероприятия, эти соревнования. Хотя вы знаете, еще раз я могу напомнить, командный чемпионат Европы по легкой атлетике проводится вообще впервые в Российской Федерации. Впервые. До этого регионы участвовали, но на конкурсе не могли победить. Город Чебоксары одержал эту победу, и в июне месяце, как раз в канун проведения Дня Республики, будут проходить эти мероприятия. 12 стран, по 50 человек спортсменов, это профессиональные спортсмены, плюс обслуживающий персонал. Они, во-первых, будут устраиваться в нашей гостинице, будут питаться в наших ресторанах. Это они все за свой счет. Тем самым лучше заработает потребительский рынок. Для них на сегодняшний день приезжать в Россию и жить, расходы почти 2 раза, да, подешевели. Курс евро, если взять. Доллар. Им сейчас выгодно приезжать к нам, соответственно, не оставлять свои денежки. Наша задача создать максимально комфортные условия, чтобы они оставляли больше денег, потому что они будут приезжать с определенными средствами, которые на карточке, наличка, все остальное. А для того, чтобы сказать, что мы будем иметь от проведенного мероприятия, улучшится деловой климат, инвестиционная привлекательность,
средства массовой информации не только Российской Федерации и мира будут освещать через Федерацию легкой атлетики, через Международную Федерацию легкой атлетики. И наши молодые люди, увидев все это дело, будут стремиться заниматься спортом. Кто-то в перспективе станет чемпионом. Не только Европы, не только мира, но и олимпийским чемпионом. Это важный фактор в нашей жизни, в нашем обществе. То, что в 2016-2018 годах еще 2 таких спортивных мероприятия вводят, это тоже здорово. Это наша победа, победа горожан, победа жителей Чувашской Республики. И мы будем все смотреть, улыбаться. Конечно, будем болеть за команду любимой Российской Федерации, где наши спортсмены Чувашской Республики будут участвовать в составе сборной команды Российской Федерации. Есть для этого все предпосылки. Про город Одежды Шаклина. Уважаемый Михаил Васильевич, в этом году по вашей инициативе на 2,5 года уменьшается срок трудового стажа для присвоения звания ветеран труда Чувашской Республики. Решение было принято в условиях жесткого бюджета. Была ли острая необходимость его принятия? И сейчас люди волнуются и интересуются, не будет ли отложено вступление в силу закона в связи с кризисом? Спасибо. Спасибо за вопрос. Кто больше всех волнуется? Ветераны или молодые люди? Трудящиеся. Да? Трудящиеся? Хорошо, спасибо. На самом деле мы не подходили с точки зрения подходов, надо это делать или не надо это делать, принимать это решение или не принимать решение. Мы всегда реагировали и будем реагировать на просьбы наших жителей Чувашской Республики. В данном случае эти просьбы были от тружеников народного хозяйства Советского Союза, потому что мы принимали когда решение о трудового стаже мужчинам 45, женщинам 40 лет. Это было одно принятое ответственное решение. Но когда наши ветераны начали получать не только звание, но и ежемесячный размер в виде денежных средств, на сегодня могу сказать, 1082 рубля, конечно, это всколыхнуло ветеранов, у кого-то полгода не хватает, у кого-то там 2 года не хватает. И мы приняли другое ответственное решение совместно с Государственным Советом Чувашской Республики. И в этом году, начиная с 1 июня текущего года, все те заявители, которые будут оформлять документы, мы будем не только звание присваивать, и подтверждать денежными средствами в размере 1082 рубля в месяц. Они этого заслужили. Кто на сегодняшний день переживает, они неправильно делают. Надо молодому поколению внимательно относиться, ответственно относиться, кто создавал базу, потенциал для будущего молодого поколения. Мы уважаем и любим наших ветеранов. Это наша принципиальная позиция на уровне правительства Чувашской Республики, на уровне муниципалитета. И мы все будем делать для того, чтобы наши ветераны чувствовали внимание со стороны органов власти. Во-вторых, мы посчитали, сколько ветеранов труда могут получить эти звания. 10 тысяч ветеранов, тружеников, которые поднимали народное хозяйство в Советском Союзе, будут получать эти звания и соответствующие субсидии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Низкий поклон всем журналистам.